Ежегодно с началом отопительного сезона резко возрастает количество бытовых пожаров в жилых домах, квартирах и дачных участках. В основном причиной этому – несоблюдение установленных правил пожарной безопасности. Ведь вопреки расхожему мнению, огненное происшествие отнюдь не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Согласно данным республиканской статистики, в 2016 году было зафиксировано 2294 бытовых возгорания, в ходе которых погибло 196 человек, 191 получил травмы различной степени тяжести. В Сибае за указанный период зарегистрировано 2 погибших и 5 пострадавших. В частности, в городе Сибай у нас порядка 42 пожаров произошло из 57. Это в частном жилом секторе, это и надворные строения, и дома, и квартиры, и садовые дома, то есть все, что относится к частному жилому сектору. Вот 42 пожара. Из них, получается, порядка 8 это связано с эксплуатацией печного отопления. Трагедии в большинстве случаев можно избежать. Для этого, как отмечают специалисты, необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Необходимо осмотреть печное отопление с целью чего? Посмотреть, есть ли прогары. Если есть, то надо просто подмазать их, и потом побелить печь для того, чтобы как раз таки и увидеть эти прогары. Потом, если отсутствуют притопочные листы на сгораемых полах, то как-то их установить, металлические листы. Потом, значит, смотреть, надежно ли закрываются топочные отверстия, то есть дверки. Потому что зачастую оттуда выпадает зола и происходит возгорание. И при эксплуатации печей не допускать розжигов печей с помощью горючих жидкостей. И как бы следить за процессом топки печи, потому что не оставлять без присмотра. Зачастую оставлять без присмотра и происходит возгорание. Немало пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок и перегрузок сети. В сезон похолодания лидирующее место в череде потенциально возгораемых приборов занимает электрообогреватель. Его нельзя располагать на расстоянии ближе метра от подверженных воспламенению предметов мебели и оставлять без присмотра. Также опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться неисправными розетками, использовать некалиброванные плавки и вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Для профилактики подобных нарушений сегодня в нашем городе проводится операция «Жилище». Мероприятие проходит в форме подворовых обходов, где сотрудники пожарного надзора инструктируют горожан. Цель, которую мы преследуем, это не административное наказание, а просто предупреждение, она поэтому называется профилактика. Предупреждение граждан, напоминание о мерах пожарной безопасности, показать им узкие места, касаемо непосредственно их жилища. То есть мы показываем, рассказываем, скажем, на примере их домов, где, что им надо обратить внимание. То есть вот ребята ходят, смотрят, подсказывают им, и как бы проводим инструктажи. Специалисты напоминают, такую беду, как пожар, можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении необходимых требований безопасности. Будьте внимательны, берегите свою жизнь и имущество. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.